Бзирешимас хатырскох телехопшча, а эфираджа усара яснызыт пресс-центр. А студия же сосны дахтоп апсны агобзерехчери ассоциалт и куршар министр. Добрый день, я приветствую вас в студии нашего пресс-центра. Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас в студии министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнаки. Здравствуйте, Тамас Мурманович. Приступим к работе. И первый вопрос. 28 октября президент республики подписал указ о реорганизации Министерства здравоохранения путем его слияния с Министерством труда, занятости и социального обеспечения. Новое ведомство возглавили вы, Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Скажите, как вы восприняли новость о расширении ваших полномочий и как планируете построить работу? Данный указ он направлен на оптимизацию работы двух ведомств путем слияния, поскольку оба министерства, они выполняли, по сути, социальные функции. Одно непосредственно медицинской частью, другое ведомство социальным обеспечением отдельных категорий граждан, вопросы труда, занятости. То есть в целом это достаточно смежные отрасли, которые в той или иной степени всегда все виды нашей совместной деятельности проводились как бы в одном направлении. У нас даже были общие проекты, которые мы осуществляли и совместно по ряду направлений, именно вот социального характера. Кроме того, путем оптимизации ряд фондов в качестве государственных учреждений перешли подведомственные Минздраву и соцобеспечения фонды. Но это прежде всего фонд обязательного медицинского страхования, поскольку он выполнял, по сути, медицинские программы целевые, фонд социального страхования. Там тоже были определенные направления именно медицинского характера. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, большая часть бюджета этого фонда была направлена на оказание медицинской помощи инвалидам нашей войны, а также их социальной реабилитации и других вопросов именно медицинского характера. Ну и пенсионный фонд, поскольку этот фонд напрямую связан был с деятельностью Министерства труда, занятости и социального обеспечения. Он также в качестве подведомственного учреждения перешел в состав Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Конечно, это очень серьезная реорганизация. Там сейчас проводится, фактически завершается оптимизация штатного расписания как центрального аппарата, так и вновь созданных государственных учреждений в соответствии с указом президента. И подготовлено и представлено новое положение о Министерстве здравоохранения и социального обеспечения, которое вступит в силу уже в январе 2020 года. Объем работы значительно увеличивается. Мы создали новые структурные подразделения именно в центральном аппарате и нацелены на очень серьезную работу. И надеемся на то, что будут положительные результаты. Если говорить о фондах, мне хочется все-таки обратить внимание, выделить фонд, о котором вы уже тоже говорили, и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В принципе, этот фонд занимался достаточно специфической работой. Каждый подопечный этого фонда требует особенного внимания, я думаю. Скажите, вы сами будете курировать его работу или поручите кому-то из заместителей? В первую очередь хочу подчеркнуть, что фонд как был, так и остается фондом. Все его уставные цели, задачи, все остается как бы в том же объеме. Произведена некоторая корректировка, конечно, устава в соответствии с новым положением. А так бюджет фонда утвержден, соответственно, весь перечень тех услуг, которые оказывались в рамках данного бюджета, они будут продолжаться. У нас будет соответствующий заместитель министра, который будет курировать деятельность фондов.
непосредственно. Не могу не задать еще один вопрос относительно реорганизации. В Российской Федерации в 2012 году было упразднено подобное ведомство Министерства здравоохранения и социального развития. И в целом этот опыт был признан негативным в стране, в России. В этом мнении сходится множество экспертов. Скажите, вы как-то учитываете этот опыт, рассматриваете? В действительности есть опыт разных стран. Где-то он вполне позитивный. Вот. Мы знаем, что в многих государствах министерство объединяет ряд направлений, которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими, но они находятся в рамках одной структуры и вполне успешно функционируют. То есть, конечно, мы изучаем опыт и Российской Федерации, и других стран. У нас здесь нет вот, однозначного такого понимания того, что это будет абсолютно положительно или это будет абсолютно отрицательно. Ну, как говорится, время покажет, вот, но самое главное, это все-таки зависит от нас самих, от тех, кто будет работать и насколько успешно реализовывать поставленные задачи. Скажите, пожалуйста, как проходит процесс выдачи полисов обязательного медицинского страхования, и за уходящий год какое количество наших граждан получили медицинскую помощь за пределами республики? Последние 3-4 месяца активность, конечно, снизилась наших граждан. Вот в первые дни, месяцы, когда данное соглашение вступило в силу, и мы создали соответствующие пункты по организации выдачи полисов ОМС, активность, конечно, была намного выше. Вот на сегодняшний день, во всяком случае, по данным за вот 3 квартала текущего года, полис ОМС получили более 49 тысяч человек, проживающих постоянно на территории Республики Абхазия. Вот к концу года мы сейчас подведем статистику совместно с Фондом обязательного медицинского страхования России. Я думаю, что мы выйдем на цифру 50 тысяч. Вот по данным ФОМСа помощь медицинскую, вот, прежде всего специализированную, в том числе высокотехнологичную, на территории Российской Федерации получили около 3000 наших граждан, которые владеют полисом обязательного медицинского страхования. Но туда вошли в том числе те пациенты, которых мы по линии Минздрава отправляем. На первом этапе и в последующем, конечно, какие-то сбои происходят, потому что программа, она новая, межгосударственное соглашение требует его дальнейшей реализации, доведения до сведения тех лечебных учреждений Российской Федерации, где наши больные получают эту специализированную помощь. Бывали моменты, когда полис как бы не принимали, вот, больным приходилось определенные сложности испытывать в этом отношении. Но хочу подчеркнуть, что каждого пациента, которых мы отправляли по линии Минздрава, мы отслеживали. И в том числе оперативно пытались решать вопросы для того, чтобы вот подобные технические накладки не повторялись. Ну и со временем это дало свои положительные результаты. Конечно, не весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи оказывается в рамках ОМС. Он достаточно обширный и перечень значительный. Это те позиции, которые, к сожалению, мы пока не можем освоить на территории Республики Абхазия. Это больные кардиохирургического профиля, нейрохирургического профиля прежде всего, да? Это реконструктивные вмешательства высокотехнологичные в других направлениях, в том числе в онкологии. И этих пациентов, безусловно, мы вынуждены были отправлять за пределы республики. И, кстати говоря, и в рамках нашего бюджета, именно централизованной программы ведомственной,
лечения больных за пределами Республики Абхазия. Вот за 3 квартала текущего года по этой программе мы отправили более 600 пациентов. Это опять-таки те пациенты, которые не владели российским гражданством, то есть у них нет полиса ОМС, соответственно, им необходимо было оказывать эту помощь за пределами республики, и достаточно дорогостоящие вмешательства. Особенно это касается тяжелых заболеваний центральной нервной системы, это вот нейрохирургическая помощь, это кардиохирургическая помощь, сочетанная патология заболеваний сердца и сосудов. Это высокотехнологичные вмешательства, конечно, они дорогостоящие. И вот на этих пациентов, ну, мы 4-й квартал еще статистику не подвели, там будет больше, конечно. И, кстати, по данным в сравнительном аспекте, если посмотреть, за тот же период 2018 года мы отправили пациентов в 1,5 раза меньше, чем в этом году. То есть количество пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, особенно в части сердечно-сосудистой патологии, у нас выросло. И направлено на эти нужды более 35 миллионов рублей. С учетом тех средств, также в рамках этой программы, которые были направлены на погашение задолженности перед учреждениями, медицинскими организациями Российской Федерации. Скажите, вот в законе о здравоохранении, как раз вот о чем вы говорили, прописано, что граждане Абхазии имеют право на лечение за пределами, да, республики, но при наличии каких-то определенных показаний. Вы сейчас их расшифровывали или это что-то другое? Вот в соответствии с законом о здравоохранении мы издали нормативно-правовой акт, который называется «Административный регламент Министерства здравоохранения Республики Абхазия по направлению граждан Республики Абхазия на лечение за пределы территории нашей республики за счет бюджетных средств». Вот в этом регламенте четко прописано, какие механизмы направления этих пациентов, каких пациентов мы отправляем, с какой патологией и в какие клиники. Это реализация закона, и это государственная гарантия. Вот эта целевая программа за 2019 год 40 миллионов рублей, которая была направлена именно на реализацию, вот, еще раз повторяю, вот данного пункта закона о здравоохранении. На 2020 год мы приняли ту же программу, но уже в объеме 50 миллионов рублей. Была такая проблема в 2019 году о задолженностях Министерства здравоохранения Абхазии перед медицинскими учреждениями Российской Федерации, в связи с чем пациентам иногда приходилось чуть дольше ждать очереди на отправку в эти учреждения. Вот, почему такая ситуация в принципе произошла? Какая сейчас обстановка с задолженностями? Погашены ли они? И какие меры вы предприняли, чтобы такое не повторилось в следующем году? По состоянию на 2018 год вот, включительно, задолженность Министерства здравоохранения перед медицинскими организациями Российской Федерации, начиная с 2012 года, составляла почти 59 миллионов рублей. Это переходящие долги из 12 на 13 и так далее, и так далее. Ну, там были проблемы, связанные с своевременным финансированием, были проблемы, связанные с количеством пациентов, которых с каждым годом становилось больше. Были связаны также причины того, что ОМС у нас не было, соответственно, помимо лечения, самого лечения, мы должны были приобретать еще различные расходные материалы, конструкции для проведения этих вмешательств. Это тоже как бы в счет долга. Ну, то есть ряд объективных факторов, которые в конечном итоге привели к тому, что мы вот, столкнулись с этими долгами. В 2018 году в рамках бюджета Министерства здравоохранения нами на погашение задолженности было направлено 24 миллиона рублей. А уже в 2019 году, в соответствии с
решением сопредседателей межправительственной комиссии мы перепрофилировали, значит, средства в объеме 50 миллионов рублей российских средств на погашение всей оставшейся задолженности. То есть включительно по 2018 год мы в этом году направили около 35 миллионов рублей. Таким образом, задолженность перед государственными медицинскими учреждениями Российской Федерации с 2012 по 2018 год включительно закрыты. Что касается 2019 года, то это текущая задолженность. Но у нас там практически ее нет. Мы заключили соответствующие договора с клиниками таким образом, чтобы оплачивать своевременно стоимость лечения наших пациентов с целью, чтобы не накапливалась вот эта вот задолженность. Она будет к концу года незначительной. Это очень серьезный вопрос был решен. И, кстати говоря, задолженность внутренняя, это между Минздравом и Абхазфармацией, аптечными учреждениями, она тоже, кстати говоря, была переходящей из года в год, в том числе в рамках российской финансовой помощи. Там часть этого долга, мы более 30 миллионов рублей направили вот на погашение этой существующей задолженности. Потребность выше в медикаментах и расходных материалах, чем у нас были такие возможности для этого. И поэтому и образовались подобные долги. Утверждая бюджет 2020 года, и в частности целевую программу централизованного приобретения медикаментов и расходных материалов для подведомственных учреждений, мы заложили определенную сумму, которая будет направлена на погашение вот оставшейся задолженности. Это очень важный момент. Спасибо. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Есть ли какие-либо лекарственные препараты, которые поступают в Абхазию через Грузию или из Грузии, возможно, посредством международных организаций? Кто-то здесь их проверяет, и вот как вообще это все работает? Такие препараты, которые мы получаем по международным программам, есть. Эти программы действуют более 10 лет. В частности, программа ЮНИСЕФ – это детский фонд ООН, в рамках которой мы получаем вакцины для проведения иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Там не весь спектр, но часть медикаментов, вакцин, которые соответствуют всем международным стандартам качества. На каждый флакон вакцины есть сертификат качества. Его транспортировка соответствует всем необходимым правилам и условиям транспортировки и хранения подобного рода медикаментов. Вакцины проверенные, в том числе экспертами из Российской Федерации, которых мы приглашали. Вот и в прошлом году, в частности, с Института эпидемиологии. Это вот специалист, профессор, который занимается вопросами иммунопрофилактики. Кроме того, когда эта программа только начиналась, это было вот, в 2005-2006 году, этот национальный календарь профилактических прививок вот с этим перечнем вакцин получил высокую оценку у главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Поэтому здесь у нас вопросов нет. Вакцина чрезвычайно востребована. Она, кстати говоря, есть и в Российской Федерации, но там на платной основе. Достаточно дорогой препарат, он стоит от 5000 и выше. У нас все это бесплатно. Кроме того,
поскольку у нас такое вот длительное сотрудничество и в рамках программы по ВИЧ-СПИДу с организацией ПРООН и UNDP. Они осуществляют, они помогают вот нам в обеспечении именно противоретровирусных препаратов. Потому что если вот просчитать вот объем необходимой помощи, в том числе диагностической, лечебной, антиретровирусной, оборудования, одна только программа по ВИЧ-СПИДу бюджету обойдется в более чем 150 миллионов рублей. К сожалению, таких средств у нас нет. И вот международная организация оказывает нам в этом содействие. Препараты очень качественные, соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения. Они достаточно эффективны, используются в нашей практике. И мы намерены продолжить это наше сотрудничество вот с этими международными организациями, поскольку у нас на сегодняшний день альтернативы нет. Хочется остановиться еще на одной программе, очень важной. Пациенты с серьезной почечной недостаточностью нуждаются в гемодиализе, и для них предусмотрена программа. Известно также, что в этом году 60 миллионов предусмотрено на реализацию этой программы. Скажите, я знаю, что кроме основной процедуры гемодиализа, они также нуждаются в медикаментах. Эти 60 миллионов рублей будут направлены на проведение самой процедуры гемодиализа. Ведь в эту сумму входит и аренда оборудования, которое нам бесплатно поставила компания Би Браун. Это 10 аппаратов искусственной почки. Цель программы направлена на продление жизни и улучшение качества жизни этих пациентов. Что касается медикаментов, которые необходимо этой категории пациентов получать постоянно в связи с заболеванием и самой процедурой гемодиализа, это разного рода вот, группа эритропоэтинов там, и так далее. Эти препараты входят в перечень лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан, конечно, при наличии российского гражданства. Все пациенты стоят на учете в поликлинике, и там в рамках этой программы им выписывают эти препараты. Ну, бывают, конечно, сбои в поставке медикаментов, вот, но мы их стараемся все-таки решать в оперативном порядке, и в том числе с использованием вот, нашего собственного бюджета. Потому что эта категория граждан, там они должны своевременно, в полном объеме получать медикаменты. Спасибо. Извините, первый раз не представилась. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Такой вопрос. Вот, была информация о том, что Кабинет министров выделил участок земли в Шере под строительство медицинского центра. Скажите, на каком этапе сейчас эта работа? Есть ли какая-то проектная документация? Известна ли сметная стоимость? Вообще, вот на каком этапе? Путем переговоров с Минздравом Российской Федерации, а также на основании вот, встречи двух президентов, где было принято такое решение в оказании содействия Республике Абхазия в создании специализированного медицинского учреждения того профиля, в котором нуждается здравоохранение Абхазии. Мы на первом этапе провели, значит, диспансеризацию, в том числе вот, силами ФМБА России, вы знаете. Было обследовано более 13 тысяч человек там за короткий период, декретированных категорий граждан, а также тех, кто желал прийти. И вот из этих более чем 13 тысяч человек было у 400 пациентов было установлено заболевание, лечение которого необходимо проводить в условиях специализированного стационара. Это прежде всего кардиохирургического профиля. Они все взяты на учет. Вот в Федеральном клиническом центре я, кстати, посещал это учреждение. Вот, и наши пациенты поэтапно проходят там лечение. Таким образом, мы пришли к следующему этапу, когда необходимо
до создания этого центра открыть отделение кардиохирургии при республиканской больнице. К сожалению, в силу определенных политических процессов этот вопрос чуть затянулся, поскольку проект межправительственного соглашения между Россией и Абхазией, он как раз включает в себя открытие этого отделения и в последующем строительство центра, в которых будет оказываться помощь больным, прежде всего, кардиохирургического профиля в рамках ОМС, совершенно на бесплатной основе. Поэтому после того, как было принято постановление правительства о передаче отчуждению Госкомспорта, там в объеме 8 гектаров и передаче его в Госкомимущество, сейчас там проходят внутригосударственные процедуры, все, которые необходимо провести для того, чтобы в конечном итоге соответствующим учреждениям они будут подписывать это соглашение по строительству этого центра. Конечно, межправ соглашение, оно должно будет пройти определенные процедуры согласования. И после того, как это все будет сделано, я думаю, что уже в следующем году, конечно, данное соглашение будет представлено и подписано. Спасибо. Поговорим немножко о другой теме. На что могут рассчитывать экстренные пациенты? Я хочу привести пример. Всем известно, что в Сухуме 22 числа произошла перестрелка. Погибли несколько человек, и серьезно была ранена Доминика Киртава, которая скончалась. Скажите, пожалуйста, какие экстренные меры предусматриваются для крайне тяжелых пациентов? Я думаю, этот вопрос интересен и телезрителям тоже. Приглашаете ли вы врачей для консилиума? Или, может быть, происходит на государственном уровне аренда специальных самолетов? Расскажите, как это все происходит. Значит, всем больным тяжелым, в том числе крайне тяжелым, оказывается помощь в наших учреждениях в полном объеме. Все необходимое для оказания экстренной помощи всегда есть. Это касается и операционного блока, и отделения реанимации. Во всяком случае, когда пациента привозят, вся помощь оказывается немедленно и в полном объеме. Другое дело, что в последующем могут возникать какие-то проблемы, связанные, например, с медикаментами дорогостоящими или какими-то специфическими, которых может не быть, допустим, в данный момент в учреждении, они редко применяемые, или, находиться в дефектуре в целом по республике или в той же Российской Федерации. Такие моменты тоже бывают. Но в целом эта помощь оказывается. При необходимости Минздрав всегда оказывает содействие в приобретении тех или иных, как и в данном случае, кстати. У нас в той же республиканской больнице работают высококвалифицированные специалисты, которые проводят очень серьезный спектр хирургических вмешательств. Более 4000 операций выполнено только в республиканской больнице. К нам на лечение, кстати говоря, приезжают и в том числе из России. В то же отделение нейрохирургии, реконструктивной ортопедии, отделение миниинвазивной эндоскопической хирургии. Наша цель, и это прописано в законе о здравоохранении, оказать неотложную помощь. Именно неотложную экстренную помощь пациенту, бесплатно, естественно. Целевые программы – это часть государственных гарантий для оказания этой помощи. Кроме того, я говорил ранее, мы подготовили проект постановления правительства, тоже в соответствии с законом о здравоохранении, о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Мы там четко пропишем, вплоть до перечня медикаментов и расходных материалов, которые гражданин должен будет получить. Но эта программа будет действовать на 2020 год, она будет меняться. Кстати говоря, 60 миллионов рублей на 2020 год. Часть средств будет направлена на погашение долгов, о которых я говорил.
Часть средств это вот на экстренную помощь, лечение онкологических больных, приобретение третьей линии химиопрепаратов. Это приобретение вакцин по эпид-показаниям. Это определенная часть, 10 миллионов рублей из этой общей суммы будет направлена также в республиканскую больницу для оказания специализированной медицинской помощи. Мы будем развивать и нашу ортопедию, нейрохирургию, урологию, значит, челюстно-лицевую хирургию и так далее. То есть все направления. И наши доктора прекрасно с этим справляются. Что касается привлечения специалистов, мы всегда при необходимости привлекаем специалистов. Вы знаете, консультации, они сегодня в современном мире, особенно вот в медицине, они часто проводятся именно дистанционно. Вот с использованием телемедицинских систем, да, это на сегодняшний день это реальность. И когда и в данном конкретном случае, в том числе по нашей просьбе, постоянно консультировали главный реаниматолог России, руководитель отделения нейрореанимации Института нейрохирургии имени Бурденко под патронажем Минздрава России, согласовывали лечение, значит, проведение терапии и тактику введения, в том числе вот данной пациентки. Совершенно все было согласовано, и наши доктора сделали все то, что сделали бы в той же России. И те специалисты, которые вот, по поручению министра здравоохранения Краснодарского края прибыли к нам, они осмотрели эту пациентку и подтвердили вот, правильность всего того, что было сделано в полном объеме. К сожалению, данная травма вот, была несовместимой с жизнью. Но самое главное, что все было сделано в полном объеме, так же, как это касается всех остальных пациентов. Повторяю, не касаясь данного конкретного случая, всегда есть какие-то проблемы, всегда есть вопросы у нас, в наших учреждениях. Чего-то недостает, там кто-то кому-то какие-то списки написал. Конечно, очень сложно все это отследить, бывает. Да. Но когда это становится известно, мы соответствующим образом реагируем. Это ответственность, персональная ответственность руководителей учреждений соответствующих и подразделений, вот, для того, чтобы подобного рода вещи не происходили. Кстати, если мы возвращаемся к закону, то там также прописано, что при обращении в медучреждение люди вправе получить информацию о том, что им положено по закону. Да? Совершенно верно. Вот я об этом и говорил, что вот эти целевые программы — это уже гарантия. А в постановлении, которое вот мы примем в начале следующего года, вот человек и увидит, что вот в этом вот это мне положено. Понимаете? А вот когда этого не будет, или оно есть, и почему он не получил, ну, к слову, вот тогда будем разбираться. В этом контексте давайте поговорим о планах. Планы у нас, в первую очередь, конечно, что касается реформирования вообще системы управления здравоохранением. Тут нужны кардинальные изменения. Мы соответствующее предложение уже представили. Ну, помимо всего прочего, это включает в себя и централизацию санитарно-эпидемиологической службы, централизацию медицинских учреждений в рамках единой системы для того, чтобы оптимизировать вот, не только штатное расписание, но и все кадровые ресурсы распределить таким образом, чтобы и поддержать это все под единым контролем. Хотим разработать некую такую дорожную карту, где пошагово будет расписано, что мы реально можем сделать. Да? Конечно, это будет соответствовать закону о здравоохранении, нашему видению вот, того, какая должна быть структура здравоохранения. У нас есть, кстати, соответствующие
разработки по этому поводу, в том числе научные труды, которые были подготовлены соответствующими институтами на основании наших вот, данных, условий там, социально-экономического положения республики, данных медицинской статистики и так далее. Мы хотим разработать, какая модель вот, системы здравоохранения может быть эффективной у нас на территории Абхазии. Сколько должна быть больниц, какого уровня, каких учреждений, где кому какая помощь будет оказываться. Взаимосвязь вся должна быть. Что мы сделаем в 2020 году, что мы сделаем в 2021 и так далее. Мы над этим тоже думаем, над этим проектом об организации медицинского страхования в Республике Абхазия. Сложный вопрос, но решаемый. Есть определенные модели, которые вот нам приемлемы, и будем работать в этом направлении в том числе. Тамаз Мурманович, не секрет, что многие наши женщины уезжают рожать в Сочи. Есть ли какая-то статистика о том, сколько детишек родилось, абхазских детишек в Сочи и в Абхазии, и с чем это связано? У нас в прошлом году в наших родильных учреждениях родилось около 1700 детей. 1700 детей. А в этом году, вот в текущем году, за 3 квартала текущего года у нас, по нашим данным, родилось около 1262 ребенка. Это в наших учреждениях. Ну, по российским данным мы пока сказать не можем, но я думаю, что это будет в пределах 19-18 года, вот в этих пределах. С чем связано то, что они уезжают? Ну, прежде всего, нет, знаете как, здесь несколько моментов. Во-первых, материнский капитал при наличии российского гражданства. Это существенный фактор. Во-вторых, если в ходе наблюдения беременности, да, выявляются те или иные проблемы, вот, связанные с состоянием здоровья матери и ребенка, то, конечно, вот им рекомендуется выезжать в специализированные учреждения родовспоможения, где данная беременная женщина рода разрешается, и этого новорожденного ребенка тут же отправляют на оказание специализированной либо высокотехнологичной медицинской помощи, если это касается, тем более, аномалий развития, врожденных пороков, например, сердца и других заболеваний, которые требуют немедленной помощи, понимаете? То есть, если это происходит здесь, возникают определенные проблемы. И, кстати говоря, вот в следующем году мы приобретем реанимобиль класса С, неонатальный, для того, чтобы вот он будет оснащен всем необходимым оборудованием, инкубатором транспортным, встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких, для того, чтобы новорожденного вот в этих условиях безопасно можно было в положенные сроки транспортировать в специализированное учреждение уже нашими силами. Поэтому вот такие... Ну и то, о чем вы говорили, видимо, тоже присутствует. Мы же не можем все идеализировать. И, к сожалению, и определенное недоверие к нашим врачам существует. Это касается не только гинекологии, акушерства, к сожалению. Поэтому мы стараемся сделать таким образом, чтобы вот это доверие к нам, к нашим докторам, оно вернулось, если не в полном объеме, то значительно. А что для этого надо делать? В первую очередь готовить квалифицированные кадры. У нас они есть, но есть еще молодое поколение специалистов, которых мы обучаем и в вузах, и в клинической ординатуре. Кстати, 10 миллионов рублей в 2020 году направлены вот на последипломное образование. И материально-техническое оснащение наших учреждений.
начиная с первичного звена. Вот у нас фельдшерско-акушерских пунктов 67. Большинство из них в достаточно удовлетворительном состоянии, но есть те, которые нуждаются не только в капитальном ремонте, но и в строительстве. И первичное звено обеспечить для того, чтобы вот на местах, особенно в районах, в селах, вот эти пункты работали как-то на своем участке, могли осуществлять патронаж тех же беременных, наблюдать детей, больных хронических, вовремя проводить те или иные процедуры. То есть ввести диспансерный учет, понимаете? Для этого надо обеспечить кадрами, оказать им социальную поддержку для того, чтобы они могли жить там на селе и работать. То есть какую-то часть задач мы выполнили, безусловно, но понятно, что этого недостаточно, и это тоже наш приоритет. И вот этому развитию вот именно первичной медико-санитарной помощи мы должны уделять большее внимание. Спасибо. Наше время подошло к концу. Спасибо вам, Тамаз Мурманович, что стали нашим гостем. Я напоминаю, у нас в студии был министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнаки. Спасибо, коллеги. Абзераз Яйва Хайкшара Апанза.